В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Хамзат Хацеев. Сегодня мы говорим о памяти Ахмада Хаджи Кадырова, первого президента Чеченской Республики, с нашим гостем, председателем парламента Чеченской Республики, кандидатом политических наук Шаидом Жамалдаевым. Шаид Машвол. Шаид, скажи, насколько важно было быть в команде Ахмада Хаджи Кадырова патриотом своего народа? Добрый вечер. Вы знаете, вот однозначно ответить на этот вопрос практически не получится. Это объемный вопрос, но содержательный. Спасибо за вопрос. Вы знаете, вот перед Чеченской Республикой, перед Российской Федерацией стояла некая гамлетская дилемма: быть или не быть. И вот в этой связи после развала Советского Союза весь мир, Европа, в том числе Америка, Запад, продолжали процесс развала России, чтобы процесс не останавливался. И в этом ключе они нашли Чеченскую Республику как инструмент для дальнейшего развала Российской Федерации. И буквально было выложено все: политическое, силовое, финансовое, чтобы Чечню втянуть в эту интригу и сделать его основным инструментом для дальнейшего развала Российской Федерации. Но, по всей видимости, кто в возрасте, кто занимался политикой, тот помнит, знает, что ситуация в России была крайне тяжелая, крайне трагическая. К власти рвался весь преступный мир, скажем, одиозная сфера. В Чечне развернули боевые действия, вроде как для наведения конституционного порядка, тогда, когда Россия разваливалась, и тут решили навести конституционный порядок. Отвлечь внимание. Отвлечь внимание. И дабы через это объявить развал Российской Федерации, чтобы власть, команда, руководство Российской Федерации не сформировалось из патриотов, из достойных людей, грамотных, знающих дело Россию, любящих, патриотически настроенных людей, чтобы не пришли к власти, продолжали вот эту вот ситуацию. И вот в этой связи, конечно, основная цель и задача, вот в моем понимании, для меня, для таких, как я, было вывести Чеченскую Республику из кризиса, из этого кризиса. Но невозможно было это сделать, потом мы уже догадались, невозможно это было сделать, если не повлиять на стабильность Российской Федерации. Вот многие часто говорят, осознанно, знающие или не зная, так вот понаслышке, Чечня стала основой сохранения целостности России. А ведь все-таки это так и произошло. Вы согласны с этим? Я согласен. Я могу пояснить. Потому что вот от ситуации в Чеченской Республике зависело будущее Российской Федерации. Это не громкие слова. Сейчас, конечно, многие политики с этим не согласятся, с федеральным центром, но ситуация была такова. Россию развалили. Потом вот основные авторы для дальнейшего развала Российской Федерации в течение этих 20 лет, 25 лет, они же выявились, они ушли. Олигархат? Да, Чубайсы и так далее. Березовский. Да, Березовский. Они же все-таки сбежали многие, скажем, понадкусив бюджет страны. Это были авторы, скажем, выстраивания Российской империи. Они сбежали. Поэтому вот это вот уже очевидно, что эти авторы ни к чему хорошему бы не привели. И вот ситуацию в Чечне нужно было стабилизировать, вывести в конституционное поле. И вот благодарны мы президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, по воле Всевышнего, по рекомендации президента Российской Федерации, к руководству администрации, временной администрации был определен Ахмад Хаджи Абдулхамидович Кадыров, да Аллах Кабулдарцем. И вот с этого дня, конечно, были определенные движения, течения, противодействие было, но в основном в республике из-за этой власти вменяемым, скажем, патриотически настроенным, честным, порядочным был Ахмад Хаджи Абдулхамидович Кадыров. Меня делегировала оппозиция, я с ним встречался. Вменяемый, вот человек, с кем можно пообщаться во власти в Ичкерии, в Дудаевском режиме, был Ахмад Хаджи Абдулхамидович Кадыров. Когда вы первый раз познакомились?
Я-то с ним в 1974 году познакомился в их селе, будучи очень молодыми ребятами, а теперь уже 90-е годы, 91-й, 95-й, не раз встречались. Общались на тему о ситуации в республике, о взаимоотношениях между воинствующей и оппозицией и так далее. Оппозицию тоже придумал федеральный центр, поскольку у них не получалось вот это вот развитие событий в Чечне. Вот общались с ним. Потом, в принципе, команда вокруг него и от оппозиции сплотилась, от здравомыслящей части всей республики сплотилась вокруг него. И первая идея, первое намерение, планы Ахмада Хаджи Абдулхамидовича Кадырова вселяло большие надежды для всех. Команда была уверена в нем. Видно было, человек патриотически настроен, переживает, доморощенный, никуда не выезжал, не подвластен, ни под каким влиянием не находится. Чувствовал, что человек озабочен ситуацией в Чеченской Республике. И вот, когда первый раз он озвучил намерение, в принципе, поверьте, я над этим даже не задумывался, и многие члены команды, первой команды, Ахмад Хаджи Абдулхамидович Кадыров, об этом не задумывались. Когда он первый раз объявил, это 2000 год, осень, сентябрь, был в сентябре, на одном из заседаний собрал узкий круг команд и объявил, что нам нужно подготовить и провести референдум в республике. Конечно, мы были удивлены. Референдум для принятия основных законов. Самое главное – Конституция. Без Конституции, в принципе, ребята, мы будем находиться под этим конституционным порядком, под этой войной. Нам надо принять Конституцию, легитимизировать все органы власти, избрать своего руководителя, президента, свой парламент, утвердить правительство. Мы должны быть легитимными. У нас для этого должна быть Конституция. Вы знаете, молниеносно все в этом заметили самое основное звено будущей политики. И вот с этих пор начался процесс возвращения в конституционное поле Чеченской Республики. Были против всех, кроме Путина. Иногда создавалось такое впечатление, что кроме Путина, одобряющие вот намерение проведения референдума, никого в федеральном центре не было. Вот только ленивый нас не критиковал и не пинал. Вот были поездки в Государственную Думу, Совет Европы уже начал ездить, лорд Джад тогда был ответственный руководитель секретариата по чеченской теме. Он часто начал приезжать, депутаты Государственной Думы начали приезжать, мол, сейчас не время, идут боевые действия, в принципе, терроризм не завершен, тудыма, судыма. В общем, но Ахмад Хаджи Абдулхамидович был убедительным. Он объявил, для этого нужно нам первая ступень создать консультативный совет при главе. Количественным составом где-то 85 человек, по-моему. Сложно было составлять его, собирать? Вот я скажу. Туда должны были входить представители всех народов, населяющих нашу республику, все слои населения, от работника, духовенства, интеллигенция, старшие всех крупных городов, интеллигенция, профессоры, ученые, академики, все слои населения, учителя, медработники, работники сельского хозяйства. Их насчитывалось 85 человек. Председателем консультативного совета при главе был ваш покорный слуга и я. И вот дальше это было начало консолидации общества Чеченской Республики вокруг власти. Далее нужно было подготовить предложение, обращение к президенту по поводу о нашем намерении, чтобы для него неожиданности не было. Актив подготовил обращение к президенту о своем намерении. Он одобрил, Путин. Потом положение о референдуме тоже было подготовлено достаточно активно. Мы привлекли многих юристов, уважаемых людей, ученых наших, активистов. Положение выработали, положение о проведении референдума президент Путин утвердил. Потом нужно было легитимизировать, опять-таки, органы власти, исполнительной власти,
издал указ он в 2000 году, 8 июня, указ за номером 1071, помню, об органах исполнительной власти Чеченской Республики. Потом 12 июня за номером 1120 был указ о главе администрации Чеченской Республики. И дальше пошел процесс. Инициативная группа была создана тоже из 41 человека. В общем, нечетное число, совет нечетное число, инициативная группа. Потом объявили конкурс на Конституцию Чеченской Республики. Был создан авторский совет. Все думали, что, в принципе, Ахмад Хаджи в республике не найдет людей, которые бы буквально вокруг этой темы могли бы грамотно работать. А вы знаете, благодаря авторитету Ахмада Хаджи Абдулхамидовича Кадырова, откликнулись все наши ученые, юристы, начали помогать. Конечно, ограниченное количество, но откликнулись и начали работать над этим процессом. Самое главное, в основе был авторитет самого Ахмада Хаджи Абдулхамидовича Кадырова. Ему верили, доверяли, и процесс пошел. Потом за консультативный совет говорили, надо его не в Грозном, а в Москве, в Государственной Думе. Они уже кабинеты готовили нам. Нет, мы здесь. Потом Совет Европы, ни в коем случае в Брюсселе надо создать, чтобы дислоцировался консультативный совет по Чеченской Республике. Ну, представьте, абсурд какой-то. Но, тем не менее, во всех этих позициях Ахмад Хаджи Абдулхамидович был весьма убедительным. Главная цель – патриотизм, желание вывести республику из кризиса, глубокий патриотизм, богобоязненность верующего человека. Все это его заставляло думать, и он думал о республике. Был большим интернационалистом. И процесс сам пошел. Положение президент утвердил по проведению референдума. И была объявлена дата проведения референдума. Вы знаете, вот потом эти поездки в Брюссель, в Женеву, в Государственную Думу, доказывать всем, что мы сможем, мы проведем, и преждевременно. Потом провокации военные совершались сильно. Здесь? Да, несанкционированные обстрелы, зачистки. А там, представьте себе, вот в селе пошли зачистки, ментальность этих людей буквально меняется на глазах. А мы уже идем к референдуму. Год-полтора оставалось. Так это же провокация. Провокация самая настоящая. И главное, обстреливались самые крупные населенные пункты. Вроде была какая-то информация. А мы-то знаем, чеченская почта тоже работала. Поводов, основания проводить зачистки и обстрелы крупнокалиберными орудиями практически не было. Вот представьте себе, обстреливают Алханкалу, Атаги. Это страшное дело. Сразу в районе другая атмосфера. Аналогичная картина во всех наших районах. В городе похищение людей, пропажа людей, молодых ребят, девочек, взрослых людей, уважаемых людей. Убийство глав населенных пунктов. С 2000-го, когда после того, как Ахмад Хаджи Абдулхамидович объявил намерение проведения референдума, до дня проведения референдума погибло от рук этих вот врагов, неизвестно, вот и справа, и слева, 96 глав населенных пунктов. 96. 96. Более 100 имамов мечети, Дахличвар, Турки, Кешенштя, Оналдиашверги, вот эти ребята погибли. Потом нужно было создавать участковую комиссию, республиканскую комиссию. Это потом территориальные 20, по-моему, более за 20 территориальных комиссий, ТИКов. Потом участковую комиссию, более 280 участковых. И туда же людей нужно было набирать. Это серьезный труд. Было убито 41 человек руководителей и членов участковых комиссий. 3 глав районов. Представьте, 1500, тогда проводили статистику, ребят чеченцев. Вышли против течения, получается. Да, ребят чеченской милиции, наших ребят, за этот период, за 3 года. Это страшное противодействие было. В общем, и наши вот
чеченцы воинствующие тоже туда содействовали. И есть подозрение, что федералы тоже прикладывали к этому руку. Ну, в принципе, вот. То есть было множество людей, которые были заинтересованы в том, чтобы не окончилась Да, эта не кампания. окончилась эта кампания, потому что процесс шел туда. И, в общем, Запад, Америка подкидывала международных террористов. С 58 государств международные террористы присутствовали у нас на территории. Об этом уже не раз говорили. Шайд, вот один вопрос я всегда его себе задавал. Я помню, еще в 97 году я приезжал в республику, будучи ребенком. Я тогда это видел, и позже по телевизору, и в различных источниках видел. Чеченский народ – это достаточно такой единый народ, и где есть определенные адаты, есть вера Всевышнего. И как так получилось, что вот в эти годы, в 99-м, 8-м, что к нам сюда пробралось столько различных представителей различных наций, различных религий, людей, которые потихонечку начали навязывать не только внешнее поведение, внутреннее, вот эту идею терроризма, да? Как вот этот момент, он вообще просекся в кровь чеченского Вы народа? знаете, вот развал Советского Союза внес серьезную лепту, скажем, в мораль, в политику постсоветского пространства. В России особенно. Потом дальше процесс развала Российской Федерации. Вот на фоне всего этого Чечня заняла выжидательскую позицию. И вот все это с молчаливого согласия высшего руководства республики, с молчаливого согласия нашей грамотной творческой интеллигенции, правоохранительной системы, и они внедрялись. Они тоже, видимо, где-то были заинтересованы в этом. С молчаливого согласия то на телевидении нападение простили, то на МВД нападение простили. А то, что людей воровали, их же много было. Много случаев. Это много случаев. Очень много случаев. Это самые, говоря вот простым русским, постыдные факты, позорные для чеченского народа, это похищение людей. Вот представьте, целого мужика, целого мужчину воруют, похищают. Не только мужика, детей воровали же. Детей воровали. Но потом постепенно с этим начали соглашаться. Это тоже уже от безысходности. Народ просто уже не знал, куда примкнуть. И вот начали уходить. Думали, вот год, два, три все это завершится. Выезжать за пределы Чеченской Республики, в Российскую Федерацию. Кто-то искусственно создал лагеря беженцев. Совет Европы в основном приложил к этому руку. Создали лагеря беженцев, туда начали приглашать, создавать условия, потом приезжать, агитировать. Население выходило. В общем, безысходность была. На определенном этапе многие соглашались с тем, что основной момент был упущен. Сейчас только как решит Российская Федерация. А получилось совсем по-другому. Как решит чеченский народ сам для себя. Вот в этой связи, на фоне всего этого, нищета, голод, разруха, 60% республики было практически до 100% разрушено. Вот в городе Грозном, я помню еще, будучи в комсомоле, приводили статистику, 1648 многоэтажных домов было, не говоря о частном секторе. Это До войны. в городе 2 этажа и выше. Из них 1000 домов были 100% разрушены. Представьте себе картину. Вы же, наверное, видели город Грозный во время войны. А чья идея была, я вас перебью, чья идея была, вы знаете, перенести город? Опять-таки, извне, Государственная Дума, Федеральный центр рекомендовал, Совет Европы рекомендовал. Но и в этом случае Ахмад Хаджи был убедителен. Никаких разговоров. Это история. Город Грозный будет восстановлен там, где он находился. Это наша история. Мы его искажать не позволим. И все, настоял на этом и был прав. В общем, вот так вот подготовка проходила очень тяжело к референдуму. Не по вине населения, не по вине команды, а по вине мешающего федерального центра, воинствующей стороны, Совет Европы. Но, тем не менее, процесс пошел. И ко дню референдума мы, в принципе, вот за 3 дня до референдума вот команда практически не уезжала домой, а Ахмад Хаджи Абдулхамидович тоже оставался с нами. Вот сидели и ждали чего-то. Конечно, это же... Переживали. Потом, благо у нас были на это время телефоны, рации были. Но
основная идея Ахмада Хаджи Абдулхамидовича Кадырова, вот, в принципе, каждая его позиция радовала нас за него и вселяла уверенность, потому что он был убедительный. И он под конец говорит: давайте, дорогие, референдум, меня не устроит результат, если там не будет голосования, активного участия всего населения. Потом раз Совет Европы нам навязал статистику, цифру избирателей 91 года. Там 660 тысяч, по-моему, избирателей. Тогда и населения в Чечне не было 660 тысяч. Потом возвращение беженцев, чтобы избиратели, наличие избирателей у нас было хотя бы 90% от той цифры, что нам навязывали. Ездили по всем лагерям беженцев, звонили, встречались по всем диаспорам, приглашали, просили вернуться. Возвращаясь, этим людям же нужно создать условия. Мы сегодня удивляемся, как нам это удавалось. Финансирования нет, денег нет. Практически у команды тоже возможности были. Но все получалось, все как-то получалось. Вернули беженцев, достаточное количество избирателей организовали, и референдум. 3 дня, 3 ночи, не пить, не спать, вот в ожидании. Нам Хаджи Абдулхамидович говорит: ребята, как бы вы ни думали, фальсифицировать выборы я вам не разрешаю. Мне нужно желание моего населения. Если население доверяет, если население хочет, только тогда. И каждые 2 часа звонил мне. Я был тогда еще председателем Совета глав на общественном начале. Должностей тогда было много. В общем, и каждый час-два звонил: Шайт, смотри, объезжай все районы, смотри, чтобы фальсификации не было, чтобы народ участвовал. Вы знаете, мы-то и рассчитывали, и боялись, но народ, в принципе, поддержал команду Кадырова, в основном из-за Ахмада Хаджи Абдулхамидовича Кадырова, благодаря его авторитету. Народ шел на выборы. Главы районов, главы населенных пунктов организовывали, даже приурочили свадьбы на этот день референдума. Даже невест привозили на референдум, на голосование. Нагнали сюда наблюдателей из 160 стран, включая и с Японии, с арабских стран. Они удивлялись. По всем районам их распределили. Они были буквально вольны решать все. Они удивлялись, когда итоги подводили, они выезжали, депутат с Японии мне попался, он говорил, что в развитых странах такого рода мероприятия проходят с большим скандалом, с проблемой. А у вас, скажем, на фоне всего этого, войны, разрухи, вот так вот активно народ принял участие. Вы достойны свободы, вы достойны цивилизованного государства, вы достойны, чтобы жить красиво и быть, скажем, находиться в конституционном поле своей республики. Пожелал удачи и уехали на второй день. Замечание пыталось Совет Европы, пыталось Комитет по правам человека, Врачи без границ, гуманитарные организации, мы их всех называли врагами без границ, пытались находить изъяны. Ну, были отклонения, чуть-чуть там кто-то возмутился, провокационные моменты были, но это был мизер, абсолютно. Народ поддержал идею Ахмада Хаджи Абдулхамидовича, народ принял участие на референдуме, и все 90% нашего населения, даже за 90, я уже точно цифры, по-моему, более 95% избирателей проголосовали за наш референдум, за Конституцию, за парламент, за избрание первого президента, основных законов. В общем, вот такова ситуация. Реванш был серьезный. Но я вот приводил статистику ценой таких больших жертв, потерь. Мне хочется, чтобы молодежь об этом знала. Им просто так вот воздух рассекать, ходить по городу, ничего не делать, тунеядствовать, бездельничать, позорить родителей, позорить село, позорить республику, позорить своего молодого руководителя не пристало. Они должны знать, что вот чтобы их жизнь была такая счастливая, чтобы они жили в процветающем городе, в республике,
Ахмад Хаджи Абдулхамидович приложил все усилия, даже пожертвовал лично своей жизнью. Ради всего этого молодежь должна знать свою историю и должны знать, что они являются чеченцами. Нохчал Бахума, Лардадез, в соцсетях должны проявлять свою грамотность, взвешенность, свой патриотизм, интернационализм, скажем, любовь к своей родине, к своей отчизне, любовь к государству, любовь ко всем народам, населяющим этот мир. Чеченец, так вот всегда говорил Ахмад Хаджи, он должен быть на голову, на порядок выше по своему, скажем, интеллекту, по своей культуре, чем остальные. И заслуживать уважения тоже народа. Поэтому, конечно, за один присест не расскажешь все. Эпизодов было достаточно много, но главное – результат. Вы наверняка за эти годы многое увидели, услышали, и многое пришлось пережить, да, и наверняка были различные угрозы, уровень риска наверняка был очень высоким. Вот вы настоящий государственный служащий, начиная с молодости, да, вот по сегодняшний день. Насколько важно для вас, чтобы вот это наше, как вы уже сказали, да, про поколение, чтобы они знали бы о примере Ахмаде Хаджи и вот вашей команде, который сделал столько многое положил для того, чтобы сегодня у них была бы вот такая республика, вот такой прекрасный город. И как вы думаете, что самое главное, что нужно сделать нам, либо телевидению, либо вам, чтобы наша молодежь об этом всегда помнила и видела? Сохранить то, что у нас есть сегодня, чтобы через десятилетия снова не пришли бы какие-то непонятные персонажи и не закинули бы свою идею. Марко, вы знаете, вот, конечно, вопрос объемный, но, тем не менее, попытаюсь ответить. Все-таки молодежь должна знать свою историю, любить свой народ, изучать свою историю, помнить своих героев, вспомнить своих героев. Вот Ахмад Хаджи Абдулхамидович Кадыров, Далас Тобулдальцем. Мы удивлялись. Любая площадка, будь она религиозная, будь она политическая, будь она, скажем, хозяйственная, будь она, скажем, государственная площадка, он всегда выходил оттуда с поднятой головой, победителем выходил. Ни одного случая не было, что он избегал встречи со средством массовой информации. Вы помните, свобода слова с Павлом Шустовым. Потом звонили, наши недруги звонили мне, говорили: Шайд, ты знаешь, наше мнение об Ахмад Хаджи изменилось. Наши враги уже соглашались с его величием, его авторитетом, с масштабностью этого политического деятеля. Он буквально за короткий срок даже вытеснил с мировой политики знаменитых, матерых политиков и занял в мировой политике достойное место. Это нелегко давалось. А потом, я же говорю, ценой своей жизни. Настолько масштабно было противодействие одному человеку на этих площадках. Команда же не всегда с ним ездила по этим площадкам, ему одному. Далее, ценой своей жизни завершил юридическое де-факто становление нашей республики. Теперь дальше продолжение его пути, ныне действующий глава Чеченской республики Рамзан Ахмадович Кадыров, герой Российской Федерации, с первого дня. Вот представьте себе, чтобы наша молодежь не завидовала никому, буквально с первых дней вернули спорт, культуру, школы начали действовать, функционировать. Даже в 2001 году, в сентябре, за парты посадили 260 школ. Это шли боевые действия. А теперь вот после войны известных, знаменитых голливудских звезд, которые практически на территории СССР ногой не вступали, известные футболисты, привозить их, показывать, чтобы молодежь никому не завидовала. Это не из-за того, что больше делать нечего, а просто, чтобы молодежь гордилась своей республикой. Потом уже спортивные комплексы, скажем, высшие учебные заведения, потом техника восстановления, потом, скажем, школы, 500 школ, 500 садиков, более 3000 мечетей. Огромная работа. Огромная работа. Потом десятки, сотни тысяч километров
асфальтированных дорог, более 150 федеральных республиканских мостов, миллионы квадратных метров жилья и так далее, и так далее. Весь мир практически, весь мир завидует нам. Это все для того, чтобы вот эта вот молодежь, она никому не завидовала, а дорожила своей историей, своей республики. Были патриотами этой республики. Уважительно относилась к предыстории сегодняшней ситуации. Терес Алшайт. Я вас хочу поблагодарить за то, что вы сегодня нашли для нас время и в очередной раз рассказали о своем пути, о том, каким был человек Ахмад Хаджи Кадыров, Далгазл Пабулевсон. И вас всегда чрезвычайно интересно слушать. С удовольствием об этом говорю. И хочется пожелать вам удачи, успехов в вашей деятельности. Я надеюсь, что как придет время, и вы напишете какой-нибудь объемный труд о Я вашем уже пишу. личном опыте. Пишу, готовлю материалы. Далтя Терес, дал я бертке шую, дал шуу магайту альтун. Амин. Дерес. Самое.